Добрый день и спасибо большое за возможность быть здесь с вами сегодня. Это такое удачное совпадение. Меня зовут Вадим Клювгант, я адвокат из города Москвы, вице-президент адвокатской палаты Москвы. Мы вместе с моим коллегой Алексеем Мирошниченко, с которым много лет вместе работаем, и вместе работали по делам, скажем так, родственным тому делу, которое мы сегодня обсуждаем, родственным по степени беззакония. В частности, мы много лет работали по делу ЮКОСа. Я возглавлял защиту Михаила Борисовича Ходорковского, Алексей защищал Платона Лебедева. 7 лет мы этим занимались. Мы работали по болотному делу оба. И вот месяц с небольшим назад мы вступили в это дело и являемся защитниками 4 уважаемых людей: Ахмеда Барахоева, Мальсага Ужахова, Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева. Нас попросили именно так принять эту защиту, по понятно какому критерию, что очень много общего. Собственно, картина, она, за исключением каких-то специфических особенностей, которые не меняют общего вывода, она единая. И роль этих людей не в криминальном, конечно, смысле, который пытаются приписать, а в смысле их степени авторитета и влияния, и уважения в душе эти, она тоже, так сказать, сопоставима. Что хочется сказать, не вдаваясь в детали и подробности, которые коллеги, которые раньше начали работать и находятся здесь, возможно, даже лучше знают, но общая картина абсолютно ясна. Она состоит в том, что это дело совершенно явственно имеет все черты заказного дела, организованного по ненадлежащим мотивам, не связанным с целями правосудия, как это формулируется на языке международного права. Когда осуществляется преследование, а точнее репрессия в отношении конкретных людей, заранее определенных как жертвы этой репрессии, и просто происходит подгонка под заранее поставленную цель с использованием не закона, а квази-юридических технологий. Ярким примером такой квази-юридической технологии является то обоснование, насквозь фальшивое, лживое и беззаконное, почему большинство обвиняемых по этому делу содержится здесь, а 2 уважаемых старейшины содержатся в СИЗО Владикавказа федерального подчинения. Ни Владикавказ, ни Нальчик абсолютно никак не привязаны к этому делу. Ни по какому критерию, сколько-нибудь напоминающему закону. Напротив, все откровенно незаконно. И это искусственное создание так называемого места задержания, о чем коллега очень живописно и подробно рассказала, это яркий пример таких технологий, когда беззаконие облекается в форму каких-то там процедур, якобы напоминающих закон. Но только при первом приближении и в основном для несведущих. То же самое касается характера обвинения. Оно всегда в таких делах нарочито невнятно. Я даже сейчас не о доказанности говорю, это вопрос вообще 2-й и даже 10-й. Знаете, для того, чтобы какое-то обвинение доказывать, оно сначала должно быть. Чтобы было понятно, что доказывать стороне преследующей, а стороне защиты, чтобы было понятно, от чего защищаться. Ничего подобного в отношении, скажем, обвиняемых в организации нет и близко. То есть обвинение сформулировано так, что из него понять ничего нельзя. В чем конкретно обвиняются данные люди. То есть вроде бы все слова, написанные на русском языке. Между ними нет смысловой связи, в них нет конкретного содержания, в них нет абсолютно никакой фактической составляющей, чтобы человек мог понять, что меня обвиняют в том, что я тогда-то, там-то сделал то-то, в результате того, что я сделал, произошло то-то. Этого ничего нет. Декларации, общие фразы, страшилки,
В то время как закон абсолютно ясно требует, что обвинение должно быть абсолютно конкретным, понятным, и там расписаны по пунктам, из чего оно должно состоять. Этого ничего нет. Новое обвинение в отношении Мальсага Ужахова в создании и руководстве организации, действующей с противоправными целями, это еще абсурд поверх абсурда, и это такой репутационный удар совершенно очевидный, чтобы человека опорочить, что вот он, Совет Тейпов, это, оказывается, организация, созданная и действовавшая с противоправными целями. Но при этом в самом же обвинении ничего противоправного про эту организацию ни одного слова не говорится. То есть юридически мы имеем все основания сказать, что обвинения вообще не существует. Существует, опять же, фикция, видимость, бумажка с названием обвинения. Это не обвинение. Специально подобранные суды. Все суды, которые принимают решения о заключении под стражу, о продлении срока содержания под стражей, которые рассматривают апелляционные жалобы на эти решения. Это все специально подобранные суды, не имеющие права рассматривать в соответствии с законом, с требованиями закона о подсудности эти вопросы. И обязанностью этого суда, каждого конкретного судьи, по каждому конкретному случаю ходатайства было разобраться в том, где было фактическое место задержания, и сказать, что, пожалуйста, вот туда, либо по месту нахождения органа расследующего дела. Все, третьего не дано. Даже место задержания, я хочу это особо подчеркнуть, может являться критерием, но фактическое место задержания только для избрания меры пресечения, но никак не для ее продления. Понимаете? Еще один критерий. Дальше. Значит, мало этого. Вот сегодня нам Барах Чемурзиев, мы только что из следственного изолятора, рассказал о том, что, оказывается, из Ставрополя прислали конвой сюда специальный. Сюда в Нальчик, даже нальчикским не доверяют, чтобы они перевозили их из СИЗО в этот самый центр где по непонятной совершенно причине проводятся какие-то там непонятные действия, якобы следственные, в то время как там никакой следственный орган вообще не находится. То есть боятся, даже вывезя за пределы своей республики, и все равно еще боятся чего-то. Мне это напоминает, когда наших вот подзащитных Ходорковского и Лебедева вывезли в город Читу, сказав, что это самое подходящее место предварительного следствия по делу. Так мало того, что их вывезли туда, одного с Ямала, одного с китайской границы, так там еще на крыше всех читинских домов снайперов посадили, чтобы, не дай бог, чего там вот. Понимаете, масштабы меняются, масштабы отличаются, суть не отличается совершенно. Вот, значит, и можно продолжать этот ряд, но в принципе из этого складывается картина полнейшего произвола, беззакония, превышения должностных и процессуальных полномочий тотального абсолютно. В этот же ряд входит поведение следователей, которые, во-первых, неизвестно где находятся. Нет четко определенного по этому делу места предварительного следствия. Орган находится в Ессентуках, там никогда никого найти нельзя. Кто-то когда-то в Нальчике, кто-то когда-то во Владикавказе, кто-то когда-то в Магасе. При этом все ключевые процессуальные документы, или почти все, следственные, местом своего производства на свет имеет город Магас, Республики Ингушетия. Вопрос, где производится предварительное следствие по делу? Ответа на этот вопрос нет, и это тоже совершенно черта того, что это заказное специально организованное дело с теми целями, о которых я сказал. Что со всем этим делать? В принципе, ну вот, других рецептов неизвестно, а известный рецепт очень простой, правда, его гораздо проще сформулировать, чем реализовать. Он заключается в том, что защита по таким делам, ну, во-первых, никогда нельзя рассчитывать на чудо, на быструю там какую-то вот победу. Это всегда долгий процесс, более долгий, менее долгий, но всегда процесс. Вот, и его нужно, эту победу, выгрызать по кирпичикам, она даже может быть какой-то там кривой, не совсем прямой в наших реалиях, но к ней это путь. Этот путь может быть пройден эффективно и более успешно тогда, когда есть
безупречная правовая позиция защиты, безупречная, без всяких натяжек, без всяких сомнительных. Только это можно противопоставить такому поведению стороны обвинения. И когда защита говорит единым голосом, я не имею в виду одними и теми же словами, я имею в виду одну и ту же стратегию. И это, вот эта безупречная, очень активная, обязательно наступательная позиция защиты также активно сопровождается грамотной, умной, постоянной публичной защитой. Публичной защитой со стороны гражданского общества, со стороны всех, кто неравнодушен, со стороны родственников, со стороны журналистов, со стороны всех, скажем так, кому не все равно. И вот в данном случае очень важно, чтобы эта гармония сложилась и чтобы она соблюдалась и поддерживалась. И эту историю, вне всякого сомнения, нужно выводить по своей значимости, она того более чем заслуживает, как федеральную историю, она ни в коем случае не региональная. Мы не будем сейчас говорить, как и уважаемый председательствующий в самом начале сказал, о территориальных спорах, да, мы говорим об уголовном преследовании. Мы говорим о правах человека, фундаментальных правах человека, которые попираются. Это никогда не может быть внутренним делом кого бы то ни было. Это ценности, скажем так, присущие от рождения, это естественные права, это конституционные права. И масштаб, в которых они попираются, начиная с подавления мирного протеста и кончая тем, что происходит сейчас в формате уголовного судопроизводства, он таков, что эта история совершенно точно имеет федеральное значение. И задача наша общая, как нам представляется, эту историю действительно вот так постараться вывести и поддерживать на этом уровне. Она ничем не уступает болотному делу. Еще раз повторю, мы работали по нему. Мы прекрасно знаем, что там не было никакого индивидуального доказывания. Там была статья о массовых беспорядках, которые объединили весь этот Ноев ковчег. А Ноев ковчег собирали два слева, два справа, два из центра, два анархиста, два коммуниста, два из Яблока. Так, чуть-чуть утрирую, но только чуть-чуть. Все они были назначены участниками массовых беспорядков и их организаторами. А это вот применение насилия, это уже было факультативным хвостиком. У кого-то оно было, у кого-то его не было. И горько и смешно одновременно было смотреть на этих потерпевших, так называемых, двухметровых бойцов, которые говорили, что они испытывали физическую боль и моральные страдания от того, что там кто-то в спину им чем-то ткнул. Вот. Это та же самая технология, просто оно было раньше, уже 7 лет, с момента, когда возникло болотное дело, время быстро бежит. Там в организации никого не обвинили. И были, конечно, обвинения в организации массовых беспорядков. Такого экзотического, как организация применения насилия, нет. Но фантазия же, она имеет свойство продуцироваться, развиваться. Технологии все оттуда. Все технологии беззаконной расправы из этих всех дел взяты и тиражируются. И каждый раз богатство воображения тех, кому это поручено, добавляет какие-то новые краски, которые не меняют общих выводов. Поэтому нам кажется, что у нас много большой, нелегкой, у нас у всех здесь собравшихся, я имею в виду, не только адвокатов, большой, нелегкой, даже тяжелой, но очень правильной и нужной работы, которую нужно просто делать. Вариантов других нет. И да, совершенно верно, под лежачий камень вода не течет. И поэтому закончу тем, с чего начал. Спасибо большое, что здесь, в регионе, который действительно юридически абсолютно никак не связан, ну, за исключением того, что происходит в следственном изоляторе здесь, в Нальчике, да, это уже такая вторичная связь, скажем, опосредованная. Вот. Есть такой интерес, такое сочувствие, такая поддержка, это, безусловно, большой плюс. Ну, слушай, надо действительно максимально объединить, мы, я думаю, найдем возможность, как говорится, объединить некоторые усилия, несмотря на ряд разногласий, Они рабочие, у нас вот в основных принципиальных позициях получится все одинаково, и каких-то успехов потихоньку начнем добиваться. Потихонечку. Важно понимать, что у адвокатов без разногласий не бывает.
это такая профессия, где все самодостаточные, все личности, все знают, как правильно, и думают, что они знают более правильно, чем коллега. Но от этого скорее рождается истина, если мы хотим одного и того же главного.